наши ритуальные 3 пирога, которые, кстати, тоже содержат глубочайшую смысловую нагрузку, сакральную. И когда привечают гостей, произнося обрядовое моление, то, соответственно, посредством этой ритуальной пищи они вверяют покровительству всех 3 стихий гостей, да, выражая им тем самым особое уважение и особые почести. Практически все компоненты традиционной кухни, они являются ритуальными. Потому что осетинское традиционное застолье, оно тоже представляет собой некое обрядовое моление, да? Не просто употребление пищи, а оно четко структурировано, регламентировано, и, соответственно, вся именно традиционная чистая пища, она предназначена в том числе и для этих обрядовых молений. Осетинскому обрядовому молению, да, свойственно осознание концепции единой Вселенной. И осетины никогда не молятся и не просят у Создателя, у небесных покровителей благ исключительно для себя, для своей семьи, да, как-то локально. Осетины всегда молятся о благополучии всего мира, всей Вселенной. Когда осетинская женщина произносит обрядовое моление, обращаясь к тем небесным покровителям, к которым ей дозволено обращаться, она никогда не молит их о благополучии собственных только лишь детей, а произносит слова, относящиеся к детям всего мира. То есть она их благословляет. И это отличительная черта осетинского традиционного обрядового моления. Почему осетины, на застольях не желают приятного аппетита? Да. С чем это связано? В осетинской речевой практике не существует благопожелания приятного аппетита, потому что с древних времен у осетин считалось зазорным, позорным чревоугодие. И любое застолье осетинское – это не просто прием пищи, а это ритуал, это обряд, при этом четко структурированный, где с древних времен не было принято употреблять алкогольных напитков, за исключением ритуальных: пива, ронг. И важно, что традиционное застолье, оно предполагает присутствие исключительно мужчин. Не потому, что женщина в осетинской традиции является статусом ниже, а потому, что женщинам не принято произносить имена большинства святых, небожителей, небесных покровителей. И когда осетины молятся, а я уже говорила о том, что застолье четко структурировано, и каждый тост, он представляет собой некую молитву, обращенную изначально к Создателю, а затем ко всем небесным покровителям, отвечающим за определенную сферу деятельности человека. Да? И когда осетины молятся, они предполагают присутствие тех святых за этим столом. Поэтому женщинам, которым нельзя было даже произносить имени, да, мужских покровителей небесных, им, соответственно, и присутствие за этим столом было нежелательным. И прислуживали в основном старшим юноши, своего рода виночерпии, да, для которых присутствие на этом торжестве, скажем, да, застолье, являлось своеобразной школой жизни. Они именно таким образом постигали азы ведения достаточно сложного осетинского застолья. И важно отметить, что осетинские традиционные верования ни в коей мере нельзя именовать язычеством, потому что это древняя монотеистическая религия, да, имеющая в своей основе некоторые отголоски даже
вот с христианской религией, с православием. Поэтому у нас многие праздники совпадают. Вот календарь осетинский, он во многом совпадает с православным календарем. Правда, некоторые элементы, они схожи более с ветхозаветной религией. И вообще вот осетинские традиционные верования, они очень архаичны и вот, сохранены в основном вот до наших дней. Важно отметить, что это вот возвращаясь к традиции гостеприимства, что гости тоже, осознавая всю святость и сакральность гостеприимства, они тоже, участвуя в этом процессе, должны были проявлять уважение, такт и почитание всех домочадцев. Вот, скажем, важным элементом осетинской традиционности является отсутствие ярко выраженной гендерной асимметрии у осетин. То есть женщина у осетин всегда имела высокий социальный статус. Вот в традиции гостеприимства существовала как возрастная иерархия, так и гендерная иерархия. Гостю могли прислуживать, то есть именно прислуживать, да, представители этой семьи молодого поколения. Да, старший всегда садился вместе с гостем, а женщины не присутствовали при этом. Но по завершении вот этого вот застолья гость непременно должен был в сопровождении юношей перейти на женскую половину жилища и выразить свою признательность женщинам, которые обеспечили ему вот такой вот радушный прием. Это тоже такая достаточно значимая традиция. Без чего осетины не отпустят своего гостя? В древние времена гость всегда знал, что у осетин он будет под особым покровительством, и он будет обласкан. И он прекрасно понимал, что когда он будет возвращаться в обратный путь или следовать далее, да, по намеченному пути, при выходе из дома, который его принимал, он обязательно найдет свою одежду, приведенную в полном порядке. То есть и бурка, там, бешмет, башлык, все будет в идеальной чистоте, все будет от дорожной пыли очищено, его конь будет накормлен, напоен. И обязательно еще в осетинской традиции существовало такое вот уважение к гостю, как что-то положить в дорогу. Непременно, чтобы гость не испытывал каких-то вот сложностей в дальнем пути. Вот в прежнее время, вот скажем, если одно жилище посетил гость, то все поселение его считало своим гостем. И не принято было обидеть этого гостя, да, кому-либо из представителей общества, тогда этот человек был заклеймен просто вот позором. Ну, то есть гость, как говорили у осетин всегда, Божий гость. Гость, Божий гость, то есть посланник Бога. Поэтому его и принимали как самого дорогого человека. Осетинские костюмы похожи на все кавказские народные костюмы, но есть ли какие-то отличия? Традиционный осетинский костюм, и в частности женский, да, он на первый взгляд производит впечатление как свойственный для всех кавказских народов, как вот единообразие некое, да, но он уникален, он достаточно своеобразен. И любой элемент традиционного костюма имеет глубокую смысловую нагрузку, начиная от орнамента растительного, который символизирует женское плодородие, да, как и застежки, вот эти вот нагрудные застежки, и шапочка, которая является оберегом, и платок. Но платок, мы знаем, что в древности и даже в современном мире для женщины является основным компонентом головного убора. К сожалению, вот в нашем обществе он используется все реже и реже. Вот. Но следует отметить, что
традиционный осетинский костюм, вот именно в таком виде, да, девушка могла надевать не по велению сердца, да. Во всем существовал вот порядок, который назывался ахдау. И он тоже был связан с обрядами инициации, в том числе и женской. Вот важно отметить, что, вот, скажем, до 3 лет, как мальчики и девочки в любой традиции, да, они не имели такого вот разграничения, да, они воспитывались вместе в женской половине осетинского жилища, и только в 3 года уже девочкам надевали платье, что и прокалывали ушки, что характеризовало уже период ее некоего взросления. Мальчикам тоже уже дарили традиционный костюм, но именно вот в таком виде, да, вот такой вот кафтан так называемый, да, девушка могла надевать только тогда, когда она достигала уже вот пубертатного периода, то есть периода зрелости, чтобы обществу было понятно, что эта девушка готова к замужеству. Да, совершеннолетие своего рода, и то это было связано с определенным обрядом. Это был праздник весенне-летнего цикла, и когда взросление девушки символизировало вот эти вот перемены в природе тоже. Вот весной, как природа расцветает. То есть все обряды, они также были связаны еще с явлениями природы. Говоря о нашем народе, наверное, имеет смысл вспомнить высказывания выдающихся людей, да, об осетинах, об их предках, о скифо-сармато-аланском мире, потому что все эти высказывания, они характеризуют наш народ как, я бы сказала, что основная черта в идеале, да, это благородство. Благородство и порядок. Порядок во всем, который был свойственен и характерен нашему народу. Я повторюсь, конечно же, с развитием и экономики, с развитием и, в принципе, вот в условиях глобализации происходят трансформации и ритуального поведения, и каких-то этикетных норм. Но в целом, вот если говорить о патриархальном обществе, о древнем обществе, то наиболее характерная черта – это, конечно же, благородство. И это очень важно. Однако это не все. История Республики Северная Осетия-Алания хранит много в себе тайн. Мы продолжим знакомиться с традициями и культурой этого самобытного народа. А уже в следующей программе мы, как и обещали, вновь отправимся в горный Дзуарикао, чтобы встретиться уже со своими друзьями, семьей Дудевых, которые научили нас готовить настоящие осетинские пироги. А еще тетя Галя даст нам мастер-класс, как правильно доить корову, и расскажет, сколько корова дает молока, которое пасется в горных лугах, и сколько из него можно сделать наивкуснейшего домашнего сыра. Не пропустите!